Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 25 февраля. Благодарность за внимательное отношение к братским республикам. Встреча президента с известной российской рок-певицей. Насыщенные мероприятия. Спасибо вам от имени живущих. В республике разработана государственная программа к Году памяти и славы. Достойный сын Родины. 80 лет со дня рождения известного остинского поэта, драматурга и ученого Шамиля Джиккаева. Президент Анатолий Бибилов встретился с российской рок-певицей Юлией Чичериной, прибывшей в столицу по приглашению главы государства. На встрече присутствовали участник войны на Донбассе, герой ДНР Ахра Авицба и военкор Семен Пегов. Анатолий Бибилов отметил важность приезда гостей в Южную Осетию и их внимательное отношение. Анатолий Бибилов, приветствуя гостей, отметил их внимательное отношение к Донецку и Луганску, к братским республикам, которые переживают сложный период в истории. Такой же путь пришлось пройти народу Южной Осетии в борьбе за свою независимость, подчеркнул глава государства. Отдельное внимание Анатолий Бибилов уделил творчеству известной рок-исполнительницы Юлии Чичериной, в котором особое место занимают патриотические песни. Вы один из тех людей, которые действительно является патриотом, и патриотом не только отдельно России, но и всего, скажем так, русского мира. Особую благодарность я хочу вам сказать за эти патриотические песни, которые, честно говоря, берут за душу. Большое спасибо за ту песню, которую Пегов, конечно, написал про абхаза, осетина и казака. Это как раз объяснение той дружбы и тех ценностей, которые мы все имеем. Гости выразили благодарность Анатолию Бибилову за приглашение посетить Южную Осетию и оказанный радушный прием. На самом деле мы держим все один общий фронт, это видно даже по флагам. Когда в Донбассе с одной стороны тоже осетинские флаги, и осетинские добровольцы бок о бок с донбасскими шахтерами воюют за свое право на самоопределение, жить по тем правилам и традициям, которых воспитали нас наши предки, наши деды. И здорово действительно, что никакого вот такого барьера, что ты находишься в гостях, нет. Такое ощущение, что ты приехал домой, и это очень здорово. Спасибо. Анатолий Бибилов поддержал предложение в рамках культурного обмена организовать выступление юго-осетинских артистов в Донецке. В завершении встречи глава государства преподнес гостям памятные подарки. Роза Тедеева, Арнольд Харебов, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Рок-певица Юлия Чичерина пообщалась с представителями СМИ республики. Журналистам рассказано о творчестве и о песнях, которые будут исполнены на сольном концерте в Цхинвале. Среди них и патриотические. Чичерина известна как одна из немногих российских музыкантов, поддерживающих народы Донбасса. Главой ДНР ей вручен орден дружбы. Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина дала пресс-конференцию в столице республики. В процессе беседы с журналистами она рассказала о войне на Донбассе, добровольцах и музыке. Исполнительница впервые в Южной Осетии и признается, природа и теплые отношения народа произвели на нее большое впечатление. Тут очень красиво, непонятно какое время года вообще. Меня вообще интересует очень природа. Природа тут шикарна, прекрасный воздух. Ну и вообще горы, вот эти все деревья. Круто, мне нравится. Осетия – прекрасная страна. Чудесная. В Цхинвале выдающаяся певица выступит с сольным концертом. Она исполнит старые хиты и порадует публику новыми композициями. Кроме того, совместно с хором госансамбля «Симт» исполнит песню «Добровольческая». Музыкальная композиция посвящена командиру батальона «Пятнашка» Олегу Мамиеву. На самом деле это путешествие песни «Добровольческая», которая посвящена Олегу Мамиеву, Мамаю. Это ваш осетинский герой, который воевал на Донбассе и там погиб. Вот, это наш хороший друг. И в Донецке была презентация фильма Семена Пегова о Дебальцевском котле, посвященный годовщине Дебальцевского котла. И там саундтреком звучит эта песня «Добровольческая». И здесь, в Осетии, я приехала спеть ее с осетинским хором.
Чичерина стала одной из немногих российских музыкантов, поддержавших народы Донбасса. Певица неоднократно выступала там на концертах, а в минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин вручил ей орден дружбы. Создатель интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Абицба, который приехал в республику с Чичериной, рассказал о том, как осетины и абхазы объединились в единое подразделение на Донбассе и как передавали бразды правления в «Пятнашке» Олегу Мамиеву. Слияние нашего подразделения с добровольцами из Осетии произошло на День Победы Республики Абхазия 30 сентября. Они в составе 38 человек приехали в аэропорт поздравить нас. И когда мы заезжаем колонной, это как раз я их встретил в районе ЖД вокзала, это несколько километров от аэропорта, и провел к нам. Вот мы в бою встретили наш праздник и встретили его вместе. Поэтому мы для себя уже поняли, что если два братских народа пришли на одну землю защищать, то они должны быть вместе. Мы объединились. Военкор и блогер Семен Пегов признался, он давно хотел побывать в Южной Осетии и счастлив здесь находиться. Раньше он знал о нашей республике лишь по видеокадрам. 08:08, то, что происходило в Цхинвале, наблюдал, скажем так, на экране. Я в это время находился в Абхазии, с другой стороны фронта. Но мы знаем, что там, куда все более быстро и благополучно сложилось, там очень довольно локальные были боевые действия в Кадорском ущелье. Не то, что происходило здесь, но за тем, что было здесь, тогда, конечно же, все, кто не был равнодушен к судьбе своей страны и к народу Южной Осетии, все следили за тем, что происходит. Юлия Чичерина – российская рок-певица и музыкант, создатель собственной группы «Чичерина». Ее коллектив наряду со смысловыми галлюцинациями считался лидером современной уральской музыки. Марьяна Чочева, Регина Черткоева, Александр Кочиев. Информационный выпуск «Сегодня». В республике льготной категории граждан оказывается единовременная материальная помощь в год один раз по обращению. Размер суммы зависит от решения комиссии. Кроме того, необходимо обновлять пакет документов. Подробнее о правилах получения помощи расскажет Марьяна Чучева. В юго-осетинском законодательстве к льготной категории граждан относятся семьи погибших, инвалиды первой группы, инвалиды второй группы, получившие ранения в ходе грузино-осетинских конфликтов, многодетные семьи с 3 и более детьми, инвалиды детства, дети-сироты и в том числе одинокие граждане старше 75 лет после рассмотрения их жизненных условий комиссией. Согласно постановлению от 2015 года вышеперечисленным гражданам оказывается единовременная материальная помощь в год один раз по обращению. Обращаются в Министерство здравоохранения с просьбой оказать материальную помощь. При министерстве функционирует комиссия по рассмотрению этих заявлений. Размер материальной помощи зависит от решения, вынесенного комиссией. За 2019 год нами оказана материальная помощь 1440 гражданам на общую сумму 14 миллионов рублей, которые выделяются из государственного бюджета вот именно на эти цели. Размер материальной помощи зависит от вынесенного комиссией решения. Сумма выплаты колеблется в пределах от 10 до 20 тысяч рублей. Обязательное условие – граждане, достигшие пенсионного возраста и относящиеся к какой-либо из категорий льготников, в обязательном порядке должны получать пенсию в Республике Южная Осетия. Множество граждан ошибочно полагают, что все льготники, относящиеся к инвалидам второй группы, должны получить выплату, однако это не так. Просто инвалидов второй группы, к сожалению, заявления мы не рассматриваем. К большому моему сожалению. Инвалиды второй группы, получившие ранение в осетино-грузинском конфликте. Вследствие ранения тот, кто получил инвалидность и получает пенсию в Республике Южная Осетия, вот тем мы оказываем. Некоторым категориям льготы предоставляются и при оплате электроэнергии и коммунально-бытовых услуг. Для получения льгот необходимо ежегодно обновлять пакет документов. При этом комиссия имеет право выборочно проводить ревизию условий жизни и достоверности предоставленных данных. Марьяна Чочева, Арсен Гасиев. Информационный выпуск «Сегодня». В Российской Федерации 2020 год объявлен годом памяти и славы. В рамках этого года праздничные мероприятия пройдут и в Южной Осетии. Разработана государственная программа, она интересна и разнообразна. О мероприятиях, которые планируется провести в республике в рамках программы «Спасибо вам от имени живущих» в репортаже Стеллы Бязровой.
Спасибо вам от имени живущих. В Южной Осетии разработана государственная программа «Году памяти и славы». Она очень насыщенная. Началась с акции «Горсть земли», сказала министр культуры Жанна Зясеева на пресс-конференции, посвященной праздничным мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году мы свои мероприятия начали совместно с посольством Российской Федерации в Южной Осетии. Вы, наверное, помните, совсем недавно церемонию изъятия земли с могил героев Советского Союза и с братской могилы. Мы отправили эту землю в Москву, в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, чтобы там земля из Южной Осетии была представлена как символ участия и героического участия нашего народа в Великой Победе. В 2020 году Южную Осетию включили в международное движение «Бессмертный полк» – «Полк мира». Мы гордимся каждым жителем Южной Осетии. Мы гордимся каждым человеком, кто поддержал нас и вышел в ряды участников Бессмертного полка. В республике пройдет исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». К акции планируют привлечь большое количество участников. Южная Осетия присоединяется и к акции «Сад памяти». К юбилею Победы будут высажены 75 саженцев берез. Представительство Россотрудничества в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, объявило художественно-патриотический конкурс «Я рисую победу». В конкурсе могут принять участие все желающие. Тоже каждый по своему направлению работает, но в общем получается вот такой вот конкурс. Дети рисуют, дети будут рисовать победу своими глазами, так как они видят. Кроме того, по словам министра культуры, на Аллее Славы будет восстановлен бюст героя Советского Союза Георгия Беруашвили, который был разрушен во время грузинской агрессии. За Беруашвили только вот мы работаем, ратуем сейчас, чтобы воссоздать его образ. Ну, сейчас как раз работают над этим скульпторы. И я думаю, что 8 мая уже на Аллее Славы будут все 8 героев Советского Союза. В Южной Осетии осталось 13 ветеранов. В рамках акции «Радость фронтовикам» им будет оказана материальная помощь. Кроме того, их ждут приятные события. Продолжается работа по поиску без вести пропавших. Также ближе к 9 мая пройдут Дни военного кино. Несколько лучших российских советских фильмов будут показаны. Я хочу сказать, что кроме показа кино, людей будут там ждать и интересные встречи. Активное участие в подготовке празднования 75-летия Победы принимают средства массовой информации. Оказывается информационная поддержка со стороны информационного агентства «Спутник». ГТРК «Аир» готовит тематические передачи, специальные репортажи. Стелла Бязарова, Азамат Кудзев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. 80 лет прошло со дня рождения известного осетинского поэта, драматурга и ученого, лауреата премии имени Кустахи Тагурова, кандидата филологических наук Шамиля Джиккаева. Он много и успешно работал в области художественного перевода, является автором многих монографий и сборников научно-критических статей. 26 мая 2011 года тело 71-летнего ученого и общественного деятеля Шамиля Джиккаева с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено на окраине Владикавказа. А уже 31 мая подозреваемый в убийстве поэта был ликвидирован во Владикавказе в ходе спецоперации. Силовики планировали взять бандита живым, но тот оказал ожесточенное сопротивление, ранив 3 сотрудников СОБРа. Шамиль Федорович Джиккаев был талантливым ученым, уважаемым авторитетным человеком, мудрым, доброжелательным наставником. Он навсегда остался в памяти своих учеников, коллег, всех тех, кто знал его и кто не был с ним знаком лично, но черпает мудрость и духовное вдохновение из его произведений. В жизни Осетии не было такого вопроса и такой сферы жизнедеятельности, который бы не затронул Шамиль. Он не молчал, говорил о проблемах. Его поэзия прежде всего о жизни его народа и родины. Шамиль навсегда останется в наших сердцах.
На этой неделе стартовала вторая неделя праздника Комохсен – Урсыкори. В течение 2 недель православные активно готовились к Великому посту. Каждый день имел свое название, определенное значение. После 2 недель начинался Великий пост – Марху, который продолжался до Пасхи. Эльвира Тибилова обо всем подробнее. В минувшее воскресенье осетины отпраздновали Гаургевден, окончание недели Федекумбаттен. Этот праздник завершил первую неделю праздника Комохсен. Во время недели Федекумбаттен разрешалось вкушать мясо и мясные продукты. На этой неделе стартовала вторая неделя праздника Комохсен – Урсыкори. По обычаю, в течение этой недели уже не разрешается употреблять в пищу мясо. Можно вкушать только молоко и молочные продукты. Урсыкори начинается с Царвисанхсев. По обычаю, в этот день все члены семьи вкушают топленое масло цар, который приготавливают осенью и намеренно оставляют к этому празднику. Из именного царфа смазывают и праздничные пироги. Его употребляют и в другие праздничные блюда. Сыр и топленое масло откладывали с осени специально к этому празднику. Хочу отметить, что каждый день имел свое название с определенным значением. С окончанием Урсыкори начинается Марху – начало Великого Поста. Праздник Комохсен, который объединяет и Федекумбаттен, и Урсыкори, отмечается с тем, чтобы подготовить себя к Великому Посту. В наше время праздник Комохсен не отмечается так широко, как это делали наши предки, однако его празднуют и по сегодняшний день. Понедельник и вторник называли Катебунте. В эти дни веселились, пели и танцевали. Урсыкори сильно перекликается со славянской масленицей. У славян, в частности русских, предшествующая Великому посту неделя известна как Масленичная неделя или Масленица. Она считается старинным русским народным праздником. Эльвира Тибилова, Аида Кочева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Югостинские спортсмены завоевали медали разных достоинств на соревнованиях по боксу в городе Минеральные Воды. Это отличные результаты, ведь за победу боролись более 200 спортсменов из разных регионов Северо-Кавказского федерального округа. Подробности у Агунды Губосовой. Очередная победа югостинских боксеров на открытом первенстве по боксу в городе Минеральные Воды. Они завоевали 17 медалей, 9 золотых и 8 серебряных. Спортсмены соревновались в разных весовых категориях и показали блестящие результаты. Мы провели отборочные бои среди боксеров всей республики. Из них отобрали 26 спортсменов. Они показали высокие результаты. Среди боксеров воспитанники Дворца спорта «Олимп» и детско-юношеской спортивной школы. Среди обладателей первых мест 5 боксеров тренируются под моим руководством. Один из них удостоен специального приза за лучшую технику. За победу боролись более 200 спортсменов из разных регионов Северо-Кавказского федерального округа. Среди них 26 боксеров из Южной Осетии. Они получили массу эмоций от соревнований. Артур Гоцев в 4-й раз принимает участие в таком масштабном спортивном состязании. Всегда завоевывает призовые места. На этот раз он провел 3 боя и стал обладателем золотой медали. Обладателем кубка за лучшую технику стал Андрей Санакоев. Я провел 2 боя. Моими соперниками были боксеры из Беслана и Минеральных Вод. Бой был тяжелый, но я смог выиграть. Конечно, благодаря моему тренеру. Он вкладывает в нас все свои знания. На первенстве выступили и спортсмены из села Дменицы и поселка Дзау. Азам бокса юные спортсмены обучаются в разных боксерских школах республики. Тренеры передают мастерство юным боксерам. Те, в свою очередь, прославляют спортивную честь республики. Агунда Губозова, Александр Кокоев. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.